А в Инте тем временем продолжается ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году подрядчик отремонтирует 14 квартир. У труженицы тыла Клары Афанасьевны Соловьевой в зале сменили оконный блок с дверью на современный пластиковый стеклопакет. Ход ремонтных работ лично проверил мэр города Владимир Киселев. Анастасия Тюрнина передает из Приполярья. Пришли вот проведать, как вам сделали ремонт. Спасибо вам большое, что сделали ремонт. Это главе мы ваши пожелания передадим. Глава в прошлом году и в этом выделяет денежные средства, чтобы ремонт делать. И сказала, на следующий год обязательно тоже выделит. Клара Афанасьевна ремонту рада. Такой подарок как раз ко дню рождения. 12 октября ветерану исполнится 89 лет. В Приполярье, как и во всей республике, на протяжении нескольких лет из бюджета выделяются деньги на ремонт квартир ветеранов. В 2020-м, в юбилейный год Победы, в Инте были проведены ремонты в квартирах 16 пожилых людей. Эту работу продолжали и в 2021 году. В прошлом году порядка миллиона республика нам выделила именно на ремонт квартир. 16 квартир мы в прошлом году сделали. В этом году уже больше миллиона, это 1 100 000 и 14 квартир. Клара Афанасьевна в прошлом году попросила сделать ремонт на кухне и ванной. Специалисты, осмотрев жилье, приняли решение дополнительно включить в смету замену окна. Работы по его монтажу были выполнены оперативно. И в квартире ветерана теперь станет намного теплее. Нам еще в прошлом году проводили опрос, предложили, можно ли сделать ремонт. Ну, ремонт нам нужен, мы согласились. И, в общем-то, наверное, год мы ждали всей этой истории. Но в прошлом году как-то мы не попали в деньги, на нас не хватило. Поэтому я записывалась на прием к руководителю администрации, и он сказал, что, заверил, что на следующий год нам сделают ремонт. И вот процесс идет. Сделали окно, во вторник придут делать дальше, будут ремонтировать ванну, кухню. В следующем году работы продолжатся. Кроме того, будет увеличено и финансирование. В рамках выделенной региональной субсидии ветеранам меняют окна, делают косметический ремонт жилых комнат, приобретают строительные материалы на ремонт крыш в селах и деревнях. В администрации постоянно идет мониторинг, кому и где еще нужна помощь с ремонтом. Обратиться могут и сами ветераны. Заявку принимают в администрации города. Анастасия Тюрнина, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган Инта.